Так, мы в октябре-ноябре месяце с Анатолием Петровичем Колодесниковым прошли курсы ФИПИ по подготовке экспертов по проверке развернутых задач в 2022 году. Так, и курсы провели Марина Юрьевна Демидова, это руководитель Федеральной комиссии по разработке КИМ для проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего образования по физике, и Антон Иосифович Гигала, зампредседателя предметной комиссии ЕГЭ по физике. Поэтому сегодняшний материал в основном у нас составлен по лекциям, которые мы прослушали от Марины Юрьевны и Антона Иосифовича. Так. Ну, вначале очень долго нам рассказали вообще, какие подходы к отбору содержания и структуры КИМ ЕГЭ по физике бывает. Так, это у нас содержание экзаменационной работы у нас определяется федеральным государственным основным образовательным стандартом. Если взять всю экзаменационную работу, то она соответствует стандарту углубленного уровня, а минимальная граница соответствует стандарту базового уровня. Так, здесь у нас КИМ ЕГЭ по физике способствует дифференциацию выпускников по уровню учебной подготовленности по физике. Так, объективность результатов у нас достигается самой процедурой экзамена, так, компьютерной проверкой первой части и проверка специально подготовленными экспертами по единым критериям. Так, если еще остановиться общим подходом к отбору содержания и структуры КИМ ЕГЭ по физике, то у нас проверка разных видов деятельности идет, да? Так, это применение изученных понятий, моделей и величин, ну, первая часть, так, анализ физических процессов, так, и методологические умения, это у нас получается задача номер 22-23, и вторая часть, это умение решать качественные и расчетные задачи. Так, ну, проверка содержания всего курса среднего основного образования. Так, у нас содержатся задания по всем разделам физического курса физики. Так, приоритет в основном отдается наиболее значимым элементам содержания. И по каждому разделу представлены задания разных уровней сложности. Это базовые, повышенные, высокие уровни. Но количество заданий по разделу пропорционально учебному времени на изучение данного раздела, хотя Мария Юрьевна остановилась на том, что по результатам сдачи выпускниками экзамена в 2021 году, как бы это пропорциональность учебного времени на изучение данного раздела, как бы у нас так не соблюдается. Так. Ну, конечно, мы ориентируемся на подготовку на два документа. Это кодификатор элементов содержания. Так, вы, наверное, заметили, что у нас кодификатор в последнее время имеет еще дополнительные два столбца. Это углубленные и базовые уровни изучения предметов. То есть у нас есть некоторые вопросы кодификатора, которые задания по которым бывает только во второй части задания. Да? Так, и, конечно, как и предыдущие года, это детализация и введение формулы. Если остановиться на кодификатор, то группы заданий по проверке следующих умений – это правильно трактовать физический смысл, это у нас использование графического представления, это у нас новые линии задач, это линия 1, задача номер 1, и линия 2, задача номер 2.
Ну, применить при описании физических процессов, явлений, величины и законы, это у нас есть и тематических блоках механики, молекулярной физики, и электродинамика, квантовая физика. Вот эти тематические блоки у нас и так были, так и сохранились. Так, и по сетне вот определять показания измерительных приборов, планировать эксперименты, это у нас задание 22-23. Решать качественные расчетные задачи, это у нас часть номер 2. Второй документ, то есть про то, что есть кодификатор, в котором указаны все формулы, детям обязательно надо об этом сказать. Так, второй документ, по которому мы ориентируемся при подготовке выпускников к сдаче экзаменов, это, конечно, спецификация, да, то есть в котором даются обобщенные планы. Здесь у нас рассказали, как у нас идут, подбирается задание, составляются варианты. Например, для одного региона, но по часовым поясам для каждого региона создаются разные группы задач, но в целом выравнивание с вариантами другой группы у нас идут по этим фасетным заданиям. То есть у нас Дальний Восток получает один вариант, 6 вариантов, задачи одинаковые. Да? Вот, например, если посмотреть спецификации, то мы знаем, что там идет код предметных результатов, контролируемые элементы содержания, уровень сложности, максимальный балл. Да? Так, если взять задачу номер 3, допустим, контролируемый элемент содержания, так, там у нас стоит по спецификации 1.1, кинематика, 1.2 динамика, и это показывает, что у нас заданий по этим темам, задач очень много. И вот, например, для Дальнего Востока одна задача, для другого региона по теме, допустим, законы Ньютона, для третьего это силы в динамике, да, то есть и тем самым идет выравнивание вариантов другой группы в целом по варианту. Так, если взять содержательные характеристики одного задания, то у нас идет форма заданий соответствие типам ответа. Так, проверяемые содержания, это проверяемые умения, уровень сложности, базовый, повышенный, высокий, максимальный балл, способ представления информации. В последнее время очень много задач по графические задачи, табличные значения есть, так, и время выполнения заданий. Так, посмотрим примеры, допустим, в следующих слайдах. Так, пример характеристик заданий. Так, вот, например, задание номер 23 смотрим. Так, здесь у нас контролируемый элемент содержания, это по кодификатору 1.5.2. Так, умение здесь проверяет планирование эксперимента, отбор оборудования идет. Уровень сложности – это базовая задача. И способ представления информации в данном случае – это таблица. Так, следующий пример, если посмотреть. Так, это у нас здесь у нас контролируемый элемент содержания – это 1.5.2. Так, но здесь у нас способ представления информации дается в виде схемы, да, в виде электрической схемы. Так, это по характеристикам задания. Еще какие формы заданий бывают? Так, формы заданий, так, у нас есть задачи с кратким ответом. Ответы мы пишем целые числа или десятичный дробь. Бланк ответов номер 1 рядом с номером заданий с первой клетки пишем ответы с первой клетки. Так, если это десятичная дробь, то, конечно, там есть еще запятая, которая пишется в другой отдельной клетке. Так, и второй вид формы заданий, это у нас на соответствие, ну, на способ, характер изменения смотрим, да, так, выбираем правильные ответы и пишем только выбранные ответы. Пишем только выбранные ответы.
Так, ну это пример взято так, с лекции Марии Юрьевны. Ну, дополнительные оснащения, мы все, конечно, знаем, что есть справочные данные в начале варианта. Так, линейки. Линейки в этом году нам нужны будут для выполнения заданий по оптике. 29-е задание второй части в этом году, если в прошлом году это было электромагнитные явления, да, в этом году это оптика. Но вы помните, что у нас договоренность такая есть, чтобы оптика, у нас один год это 29-е задание, то есть в прошлом году это номер немножко другой был, но все равно или электромагнитные явления, или оптика, да, и в этом году у нас это задание будет оптика, поэтому линейки обязательно нужны. Про непрограммируемые калькуляторы нам сказали, что обязательно нужны калькуляторы, желательно инженерные, потому что здесь у нас достаточно большой объем математических преобразований, чтобы ребята умели пользоваться именно инженерными калькуляторами. Одно только условие должно быть, что у этого калькулятора не должен быть выход в интернет. Все, и все остальные калькуляторы, они действительны. То есть то, что мы там лекторы сказали, что очень много пишут, чтобы нам дали разрешение пользоваться каким-то калькулятором, то надо прямо довести до этих пункта проведения экзаменов, что калькуляторы любые могут пользоваться, но самое главное, что у них выходов в интернет не должно быть. Так. Ну, шкалирование у нас идет так. Здесь на слайде мы видим зависимость тестовых баллов и первичных баллов. Здесь, если так, выпускник получает меньше 11 баллов, то получается, что он стандарт по программе базового уровня не освоил, только вот проверять в дети, да, а вот готовность продолжения образования в ВУЗе, это уже начиная первичного балла 2, это где-то первая часть полностью должна быть решена. Так. Ну, структуру КИМ-ЕГЭ 2022 года вы все хорошо знаете. Общее число заданий у нас 30 стало, максимальный первичный балл 54. Так, время выполнения экзаменационной работы 235 минут. Так, часть первая у нас содержит 23 задания кратким ответом. Здесь мы даем в виде числа, это множественный выбор может быть и на соответствие, да. И часть 2 – это 7 заданий с развернутым ответом. Если посмотреть таблицу, которая у нас дается внизу, то видно, что у нас базовые задания, базового уровня заданий в целом 19, повышенный уровень 7 и высокий уровень 4 задач. Итого всего 30 задач. И видите, что максимальный первичный балл и процент максимального первичного балла за задание данного уровня сложности дается. Так, ну, часть 1 это, конечно, у нас 23 заданий. Первые 2 задания это для нас новые линии. Их называют вот интегрированные задания базового уровня сложности. Они включают все разделы физики. Так, задание номер 3 по 5 это механика, то есть уже пошли так же, как и прошлые года, у нас тематические блоки остались, но в каждой тематической блоке есть задание кратким ответом, множественным выбором, изменением величин и соответствием. Так, значит, у нас следующий блок это молекулярная физика, это у нас 9 по 13 задания, так, 14 по 19 это электродинамика,
Здесь 3 задания кратким ответом, множественный выбор есть, изменение величин и соответствие есть. Вот посмотрите 9.13, то есть здесь может быть в каком-то варианте задание на изменение величин, а на каком-то варианте может быть на соответствие, потому что там стоят вот изменение величин или соответствие стоит, да? Так, и вариант 20, так, задача 20-21 это квантовая физика. Так, то же самое стоит или, то есть на это обратите внимание, что там может быть изменение величин или соответствие. 22 и 23 это методология, то есть уже это идет без обновления. В основном это у нас задачи на проверку, так, ну, на знание лабораторных оборудований, на расчет погрешностей. Так, и отбор лабораторных оборудований для того, чтобы поставить какой-то эксперимент. Так, вот линия 1 это первая, так, задача номер 1, для нас она новое задание. Как видите, включает все разделы физики. Так, здесь ответ, так, все верные утверждения, то есть здесь может быть или 3 максимальное количество правильных ответов, или 2. Но балл, который он получает за 3 правильных ответа, если для данной задачки 3 ответа это правильные, то за 3 получает 2 балла, меньше, конечно, 1 балл. А если отвечает правильно только на 1 вопрос, выбирает правильный, то 0 баллов. То же самое и двухбальные, так, и 2 ответа, да. То есть если тут лишний третий появляется, это получается ребенок, выпускник получает 1 балл. Так, и 5 вопросов, как бы, да, у нас они все из разных разделов физики идет. Так, линия 2 это у нас задачи, которые проверяют умение использовать графические представления информации. Так, ну, для нас это, конечно, новые задачки для наших детей. Ответы пишут только множественный выбор, выбранные ответы без буквы А, Б, В. Вот это надо детям тоже сказать, что у нас, оказывается, если такие задания, то есть выпускники, которые, ну, как написать ответы, тоже затрудняются. Так, следующее задание, это идут тематические блоки. Так, например, тематический блок механика у нас состоит из, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6 задач, как видите. И здесь есть и задачи кратким ответом, есть и задачи, так, с выбором ответа, да, так, то есть на соответствие и на выбор ответа. Так, то есть здесь тематические блоки, в отличие от прошлого года, вот старого, так, КИМа, у нас получается, что каждый блок у нас имеет разные формы заданий. Так, следующее задание, это, конечно, задание на интегрированный анализ процессов. Так, конечно, в этом эти задачи у нас для наших детей они очень сложные. Здесь так, выпускник должен знать не только теоретический материал, да, но и в некоторых случаях здесь еще он должен уметь решать задачи. Так, а вот задание с кратким ответом в виде числа. Ответ должен быть целое число, конечная десятичная дробь. И вот по поводу знака минуса, если прошлые года четко и ясно сказали, что знак минус может быть только в первом задании, при выполнении первого задания, сейчас уже говорят, что знак минус у нас не должен, так, но в целом не должно быть, потому что условия задачи составлены таким образом, что можно ответы написать без знака минуса, но Мария Юрьевна так отметила, что здесь, Марина Юрьевна Демидова сказала, что здесь все варианты невозможно учитывать, то есть может быть у
ученика попасться задача с ответом минус. Поэтому до выпускников надо сказать, что может быть, потому что в целом не должно быть, да, так. Но разработчики говорят, что все это следить никак невозможно. Так, и обязательно с учетом заданных единиц величин, хотя здесь сказали, что у нас же даются, вот, хотя первая часть проверяется автоматически, то здесь не обязательно, например, в данном случае ребенок пишет 180 килоджоулей, да, так, здесь ребенок может еще написать 180 тысяч, да, так, тогда у нас автоматически этот ответ пойдет правильным ответом. То есть они в этом году хотят вот такие варианты тоже сделать, потому что многие правильно ответили, и за счет невнимательности, в каких единицах написать ответы, многие за эти решенные задания получили нулевые баллы. Так, поэтому это будет учтено, сказали, но посмотрим, как это будет. Поэтому все равно надо учить детей, выпускников, чтобы они, прежде чем написать ответ, обязательно обратили внимание на единицу измерения. Так, следующее задание, это задание номер 22. Здесь у нас есть две модели заданий, так, которые вызывают сложности у выпускников. Первое – это прибор, в котором даны две шкалы. Так, то есть выпускник вначале должен посмотреть ответ, в каких единицах дает и какой шкале работает, да? Так, вот это для наших детей, ну, скажем, очень сложно выбрать. До сих пор очень много допускает в этом выборе за ошибки. Так, и второе задание. Так, если вы там успеваете прочитать условия задачи, то получается, что в этих задачах дети ответ могут правильно найти, то есть тут в данном случае получается 25 грамм надо разделить на 50, да? Так, по-моему, так. И тут погрешность весов равна 1 грамму, и дети вот этот 1 грамм, они должны тоже разделить на 50 витков, то есть вот этот момент всегда отпускается, вот, поэтому получается, что в таком, скажем, базовом задании ребята допускают ошибки. Да, то есть вот эти две основные модели заданий, по которым выпускники допускают ошибки. Так, а если посмотреть задание 23, то тут у нас задание дается в виде 3 моделей заданий. Это работа таблицы, все данные даются в виде таблицы. Так, и 2 задания это на отбор оборудования, но в первом случае ответ дается в виде названия этих оборудований, а в втором случае конкретно так, дается картинкой, схемой, рисунком вот эти оборудования, и дети должны выбрать правильные ответы. Но вы все помните, что 23-е задание у нас это оценивается в 1 балл. Так, это вы все хорошо знаете. Ну, если перейти к второй части, так, вторая часть, так, у нас здесь получается 7 заданий. Так, 2 задачи по механике, так, 1-2 задачи по молекулярной физике, 1-2 задачи по электродинамике, 1 задача по квантовой физике. От чего это зависит? Если у нас качественная задача, допустим, молекулярной физики, то 25-я задача это у нас будет механика. Если 24-я задача, это у нас будет по каким-то другим разделам, кроме молекулярной физики, то 25-я задача это будет молекулярная физика. Так.
И обращаем внимание на 29-е. В этом году у нас это идет оптика. Не электродинамика, а оптика. Задача по оптике. Прямо так было и озвучено. Так, теперь немножко пройдемся по задачам развернутой части. Так, 24-я задача – это качественная задача. Так, Антон Иосифович сказал, что в этих задачах при оценивании этих задач большое значение имеет именно ответы, которые пишут выпускники. Так, и он говорит, вот научите ребят читать условия задачи, потому что прямо в задачах у нас там формулировка ответов дается. Вот в виде, вот, например, как изменится вот, показания прибора, физическая величина, да, так, опишите движение, постройте графики, так, то есть, или вот это на формулировку ответа. А когда хотят дать обоснование, то они должны, как там прямо в условиях задачи написано, да, объясните, указав, какими физическими явлениями закономерности оно вызвано. Поясните, указав, какие физические закономерности вы использовали для объяснения. Так, то есть здесь получается, что в авторском решении у нас правильный ответ у нас обычно выделяется отдельными пунктами. Вначале выпускник дает нам ответ правильный, а потом дает обоснование. Или начинается обоснование, а потом ответ у него обязательно должен быть как-то вот отдельными пунктами показано. Так, и когда оценивается так, вот это 24-е задание, то тут оценивание 24-е задание строится на 3 элементов. Это формулировка ответа, так, объяснение и прямые указания. Прямо должны указать на физическое явление и законы. Ну, можете на следующий слайд перейти. Так, и тут в этом году сказали, что будет еще задание с дополнительными условиями. Это значит, дополнительно будет требоваться верный рисунок или схема, то это будет означать, что отсутствие рисунка и схемы сразу приводит к тому, что или ошибка в этих схемах приводит к снижению на 1 балл, и наличие правильного рисунка или схемы при отсутствии других элементов прибавляет 1 балл. Так, это по качественным задачам. Так, дальше идем, посмотрим критерии оценивания, да. Так, здесь 3 балла получается, если есть правильный ответ и обоснование правильное. А 2 балла так, у нас в данном случае ставится в том случае, если дан правильный ответ. Но из 2 или нескольких обоснований дается только одно обоснование. Так, если какой-то логический недочет в описании или обосновании, или лишние записи есть, так, или неточность в указании так, в одном из, ну, например, написании формулы, да, так, каком-то явлении неточности допускает. Здесь 2 балла ставится не обязательно в одном из них, да, потому что здесь стоит или. Это означает, все эти ошибки могут быть, но правильный вопрос, ответ дан, обоснование дается, в этом случае получает выпускник 2 балла. Так, и 1 балл ставится, если есть правильный ответ и хотя бы попытка объяснений. У нас очень многие выпускники 24-е задание, они ответы правильные пишут без обоснования, хотя бы без попытки. Так, то есть, если ребенок хочет получить в этой задачке хотя бы 1 балл, то он должен дать правильный ответ и хотя бы ошибочно, но он должен обязательно попытаться
объяснение обязательно должен дать. И только в этом случае получает 1 балл. Так, это по качественным задачам. Вот здесь дается задача, которая как раз в прошлом году попала в нашему региону. Так, качественная задача. Так, 3 параллельных данных прямых проводника расположены в одинаковом расстоянии друг от друга. Ну, как видите, да? Так, здесь выпускник должен сделать рисунок, схему понятную должен сделать, найти векторную сумму 2 векторов, которые идут от проводника 2 и от проводника 3, да? Так, и найти по правилу левой руки силу ампера. Так, следующий слайд посмотрим. Здесь дается вот возможные решения, которые ребенок должен дать. Так, тут еще надо сказать, что для экспертов дается возможное решение, но иногда ребенок может дать свой ответ, который эксперт может принять его за правильный ответ, если там все очень хорошо, объяснение все идет логически, все правильно сделано, да? Так. То есть это не окончательное правильное решение. Так, и вот посмотрите, одна работа, в котором эксперты поставили 3 балла. Так, здесь обоснование, ребенок дает обоснование, все обоснование очень хорошо написал. Ответ он написал отдельным пунктом, видите внизу, да? Так, и еще у нас рисунок, в данном случае все правильно сделано. Так, в проводниках ток идет в нашу сторону, точка, вот, кружочек, точка у нас есть. Так, векторы магнитной индукции, сумма векторов магнитной индукции, которые идут от 1, 2 и 3 проводника, правильно указана. И сумма правилом параллелограмма правильно указана. Потом с помощью правила левой руки ребенок нашел силу ампера. Вот один из примеров оформления работы, который оценивается 3 балла. Так, и следующий пример смотрим. Вот в этом случае здесь, в этой задачке у нас поставили 2 балла. Так, ошибка, ну вот, посмотрите, где может быть здесь ошибка. Вот если посмотреть обоснование и объяснение выпускников своего ответа, да, у него так, все правильно сделано. Но тут ошибка состоит в том, что при нахождении векторной, то есть в рисунке, посмотрите векторную сумму 2 векторов, вектора магнитной индукции от 2 проводника и от 3 проводника. Так, ребенок нашел неправильно, допустил ошибку, да, из-за этой досадной ошибки, хотя точно все знает, что нужно, как делать, да, то здесь он допустил ошибку и из-за этого потерял 1 балл. То есть эта задачка оценена 2 балла. Так, следующая линия задач, это в развернутой части, это у нас так называемые новые задачи. Новые задачи это 25 номер, 26 и 30 задачи. Но обобщенная схема оценивания строится на основании 4 элементов решения. Так, ну это исходные формулы, законы. Так, тут говорится, что у нас эти законы, они должны написать в общем виде как кодификаторе, но частные, вот, например, закон Ома для полной цепи. Так, ребенок этот закон пишет, например, не сила тока равна, а ИДС равно, да? Так, такое возможно, допускается. Так,
обязательно должен быть рисунок, математическое преобразование, расчеты и правильный числовой ответ, и размерность должен быть указан. Вот это самое главное. Вот из-за размерности, если ребенок все решил и не указал размерность, в которых он решил, получил ответ, то он так 1 балл у него так он теряет. Так, посмотрим обобщенную схему оценивания заданий 25 и 26. Да? Так, здесь у нас, мы помним, 25-я задача – это молекулярная физика. Если 24-я задача по молекулярной физике, то это может быть по механике задача. 26-я – это квантовая физика. Эти две задачки, они были в прошлом году первой части. Решение этих задач не проверялось, просто ребята решали в черновиках и писали ответы. Да? А в этом году они эти задачки перевели во второй части. Так, и у нас получается максимальный балл за решение номеров 25-26 получает 2 балла. Так, здесь 1 балл получается в том случае, если допустили ошибку в математических преобразованиях, единица измерения не указана, да, вот в этих случаях ребенок может потерять свой 1 балл. Так. И линия, пример заданий, который в прошлом году стояло 20, номер другой был, конечно, да, но вот примерно вот такие задачи сказали стоять на 26-й задаче. Это 26-я у нас получается квантовая физика. Так, линия 30-я, линия 30-я. Это задача номер 30. Так, следующий слайд, пожалуйста. Так, у нас это для нас совсем новые, задачки те же самые с разделом механики, но критерии оценивания немножко поменялось в том плане, что у нас в начале, то есть 2 независимых критерия оценивания. Первое – это обоснование, за который выпускник получает 1 балл. И второе – это у нас получается точно так же, как и обычные 3-бальные задачи. Да? Так, решает обычные 3-бальные задачи. За обоснование ребенок может получить 1 балл. Поэтому в оформлении задач номер 30 в этом году надо уделить побольше внимания, как оформлять его. Обоснование дается отдельно. Вот следующий пример давайте посмотрим. Вот, например, обоснование у нас, вот задача у нас такая. Так, здесь что может быть обоснованием для решения этой задачи? Первое – это, конечно, выбор инерциальной системы отчета. Так, почему выбираем инерциальную систему отчета? Так, дать, например, определение материальной точки, потому что в данном случае мы рассматриваем этот математический маятник, тело подвешено на нити, это модель, в этом случае грузик является материальной точкой. Так, и условия применимости закона сохранения энергии и закона сохранения инерции. Так, то есть идет обоснование, и потом ребенок уже решает задачки, как он решал другие задачки, 3-бальные задачи. Так, это в основном по заданиям, да? Так, если посмотреть основные, еще на что обратить внимание для того, чтобы детей подготовить, это, конечно, результаты 2021 года. Так, у нас основные результаты на первом слайде мы видим, график зависимости, первичный балл и процент участников, набравших данный первичный балл.
Так, у нас в прошлом году, в 2021 году по России физику написали 128 тысяч участников. Из них получается максимально процент получения первичного балла, получается вот задание номер 21, да? Так, 21 задание, 573 440 участников получили за это задание балл, первичный балл. Средний балл по России у нас в 2021 году это 55,1. В 2020 году это было 54,5 и в 2019 году 54,4. То есть у нас как бы идет увеличение среднего балла. Так, следующий слайд показывает, так, тут у нас основные результаты выполнения по группам заданий базового уровня. А так вот первая таблица вам плохо показывается, да, ну так. Базовый уровень решили 65,6% участников, повышенный уровень 45%, а вот высокий уровень решили всего 16% участников. Так, не достигли минимальной границы. В 2021 году это 6,44%. Но количество выпускников, получивших от 81 до 100 баллов, стало больше, ну, почти где-то около 10%. И получили 100 баллов, тоже количество детей у нас 100-бальников тоже увеличивается. Так, и следующий слайд показывает средний процент по линии заданий. Так, это у нас получается, ну, в основном первую часть наши выпускники решают. Так, уровень освоения больше 50% получается, да. Так, и, как мы видим, развернутыми задачами второй части решения у нас дела стоят не очень-то хорошо. Так, и последний слайд у нас показывает средний процент выполнения по группам заданий. Так, еще следующий слайд, пожалуйста. Так, это по механике у нас получается больше всех ребята решают, конечно, механику и так, 59,1% выпускников решили задание по разделу механика, потом идет термодинамика, квантовая физика, и вот электродинамика немножко, так, процент выполнения чуть ниже.